НТР «Камагаз» продолжает работу над проектом «Я иностранец». Очередной выпуск посвящен Узбекистану. Наша съемочная группа уже вернулась из этой страны. На своих впечатлениях нам расскажет автор и продюсер международных проектов нашего канала Ахмед Медов. Он сегодня в студии новостей. Ахмед, приветствую. Приветствую. Ну, во-первых, с приездом вас. Баркал. И понятно, что вот форматы тревел-шоу, они требуют такой советов для целевой аудитории в фоновом режиме. И давай вот пройдемся по пунктам. Начнем с перелета. Как он осуществлялся, были ли пересадки? Рассказывай, пожалуйста. Ну, основная концепция проекта «Я иностранец», когда она и задумывалась, она именно как был такой, скажем так, путеводитель. И у нас есть такой сленг этого проекта «Путешествие с менталитетом». То есть мы можем многое показать, но не все. Поэтому мы избирательно подходили к этому вопросу. Отвечая на конкретный вопрос, Лейла, пересадок не было. Был прямой перелет. Длительный? 2 часа 40 минут. Слава богу, сейчас с Северного Кавказа есть, в принципе, на котором мы знаем, это 2 вылета. Это с Минеральных вод и с города Грозный. Мы непосредственно вылетали с города Грозный. Прямой рейс 2 часа 40 минут. Туда и обратно. Какой погодой встретил вас Узбекистан? Вроде как солнечный. Да, это мы спойлерством, как говорится, заниматься не будем, но на эту тему у нас есть определенные, даже немножко юмористические записи стендапа, которые Ахмед, коллега, ведущий проекта, делал, Хашагульгов. Мы как бы выезжали с съемочной группой, и Хусейн Куштов был у нас, и оператор, и монтажер. Вот да. сколько человек? Нас 3 человека было. Так. И для понимания, такие шоу не снимают 3 человека. Мы как бы постарались минимально, но максимально все охватить. По поводу погоды. Так. Выражение, что жарко, как в Ташкенте в конце октября, не работает, Лейла. Да, но, допустим, нам повезло со съемками именно в городе Самарканд, когда было тепло и солнечно. Это насколько тепло и солнечно? Ну, для понимания, это было в районе где-то плюс 15, но это было жарко. Но как только солнце закат, все, моментально становится холодно. Если именно ты помнишь, Лейла, у нас было прямое включение, и было очень холодно. Плюс, если еще учитывать, что там плюс 2 часа во времени. То есть, когда наши новости выходили в 9 часов, там уже было 11 ночи. То есть вы не преувеличивали насчет мороза, получается? Нет, абсолютно. Потом были дожди, но солнце, когда выходит, сразу напекает. Какие-то пожелания по одежде? И вообще, вот люди там консервативные или все-таки это достаточно прогрессивная страна? Это абсолютно, вот если... Вообще вот люди, это, наверное, действительно во многих культурах и во многих регионах, это главное. Узбекистан нас действительно удивил и покорил. Вот всю нашу группу съемочную. Это очень интеллигентные, эздил долуш, если говорить по-ингушски. И мы, по большому счету, с эздилом столкнулись, как только мы с самолета вступили, посадка на автобус, чтобы до терминала довести. Вот мы сошли, съемочная группа, да, наши 3 человека. Вот как только молодые ребята, узбеки, увидели, что мы зашли, вот чисто как по-ингушски, началось соревнование, кто нам уступит место. Мы просто, это вот первое знакомство с Узбекистаном. И вот всю дорогу это именно так и прошло. Эздил, гулк. И именно эддок, то есть они настолько великодушные, что мы были действительно поражены и приятно удивлены тем фактом, что еще остались действительно люди, традиции, народ, где ценится вот эздил, культура, отношения. И я не знаю, об этом можно долго говорить, наверное, в горы лайф, который через недельку-другую будет, Конечно, я более мы детально только расскажу. анонсируем. Да, это будет все интересное долгий, впереди. Да. А все-таки по одежде свободная консервативно. форма. Вот Ташкент, столица, он более такой, скажем так, демократичный, можно сказать, но при этом везде колорит национальный, традиции, уважение к старшим, это присутствует. Уже за пределами, мы посетили, как зрители скоро узнают, да, из нашей программы будет Эндали 3 программы, это Ташкент, Самарканд и Бухара. Чем дальше от столицы, тем, естественно, уже был колорит, и там уже более консервативные люди были. А вот конкретно какие-то традиции уловили? Чем-то вас удивили? Ну, повторюсь, это... Когда помимо ты приходишь, уважения, уважение, схоже с нашим, очень много. Но есть, допустим, моменты, когда элементарно, ладно, например, когда мы заселились в гостиницу, руководство гостиницы, да, им тоже огромное спасибо, хотя понятно, что мы не бесплатно были, и, пользуясь случаем, напомню нашим телезрителям, что это проект осуществляется благодаря нашему прям надежному генеральному партнеру, это MGI Petroleum, он очень много компаний сделал для телевидения, и это уже не первый проект,
международные, которые они нам помогают реализовывать. И вот, ладно, допустим, гостиница, и руководство гостиницы, и сам персонал понимал, кто мы. Ну, думаю, ну, наверное, они знают, но все равно даже в их отношении мы чувствовали поднести воду, что-то указать, и каждый пытался помочь, нужно ли нам что-то, все ли у вас хорошо, везде, ресторан, кафе, объекты, которые мы исторически снимали, как только узнавали, что Северный Кавказ, Ингушетия, ну прям было интересное отношение к нам. И вот взять что-то конкретное, но это, наверное, будет долгий рассказ, я сейчас не готов в этом говорить, потому что мы до сих пор перевариваем. Давай тогда остановимся на кафе. Так. Наверное, знакомство с любой страной происходит, хочешь, не хочешь, через желудок. Есть такое. Национальная кухня, особенности. Ну, смотрите, есть такой стереотип, да, что многие считают, что Узбекистан это только там плов, шурпа, там самса и так далее. Там Ну и этого достаточно. Да, это разнообразнейшие блюда. И что самое интересное, не хочу наших семью и родственников обижать, но, как мы между собой шутили, больше плов мы дома есть не будем. Есть с чем сравнить. Есть, однозначно. И это совсем другой плов. И на то не виноваты наши женщины. Там ингредиенты, рис, желтая морковка, сам процесс приготовления. И готовят плов, например, если говорить о плове, мужчины. Но есть вот что удивило. Ну, кто-то, может быть, в интернете видел. И плов едят столовой ложкой. Не Не руками? вилкой. Руками, вот, кстати, про поводу одот, как они говорят, адат, да, традиция. Руками они едят только дома. Мгм. А в других заведениях столовой ложкой. Определенные тонкости. Да. Кстати, о продуктах. Я знаю, что практически у каждого, кто посещает Азию, в принципе, не только центральную, галочка должна стоять над посещением базаров. Это отдельная культура, такой пласт. Удалось ли посетить... Конечно. Так, расскажите, Конечно. пожалуйста. Ну, опять Вкратце. повторюсь, все не буду рассказывать, Конечно, потому что вкратце. все будет в кадре. Самый большой рынок, вот сейчас, честно, не помню, потому что все-таки хоть и близки нам некоторые тюркские выражения, но тут мы несколько раз переспрашивали. Ну, в программе мы, естественно, все озвучим. Самый крупный рынок и Ташкента мы посетили, и, если не ошибаюсь, в Бухаре. Потому что везде посещать просто физически не успевали. Вот чтобы было понимание, нами буквально за несколько дней более 1200 километров на машине был пройден путь. То есть Ташкент, где-то в районе плюс-минус 280 километров, Самарканд. Там пришлось ночевать, потому что было много съемок, тем более погода была хорошая. После этого мы выехали в Бухару, это тоже где-то в районе 270-290 километров. То есть это была очень насыщенная поездка, и поэтому все прям снять не получилось. Но рынок, или точнее базар восточный, это, скажем так, отдельная история. Там у них есть именно традиция, но она больше мусульманская традиция, и тем более восточная, это обязательно нужно торговаться. То есть цену, которую вам называют или которую вы видите, вы обязательно Но должны это торговать. эквивалент уважения даже к продавцу, Есть, да, насколько я есть. знаю, И да? уважение, и как бы традиция. Тут 50 на 50 идет. И в любом случае, вот, например, некоторые все-таки придется секреты раскрывать, когда мы покупали, например, там сувениры, сухофрукты. То есть, допустим, озвучивается цена, чтобы зрителя не пугать, 85 тысяч сомов, да, то есть это такие цифры звучат. Курс. Да, но курс, например, плюс-минус 1000 сомов, это 7,5 рублей. Тоже важная информация, Да, кстати. да. Естественно, все это в программах будет. И будут выходить плашки, и будет информация, где, что, какая связь, как поехать. Мы постараемся максимально рассказать. И вот в итоге, торгуясь, мы дошли до 65 тысяч. Помогал кто-то вам или сами справились? Нет, нам, естественно, помогал тоже отдельная история, и в передаче мы расскажем. Это наш новый друг и брат Санжар, коренной ташкентец, да, живет в Ташкенте и родился. Он прям нам неоценимую помощь оказал. Он нас сопровождал везде. И, что самое интересное, в Узбекистане практически все говорят на русском. Где-то хорошо, где-то средне, но есть даже те, которые прям вот чисто, без акцента даже разговаривают на русском. Вывески на русском, меню в кафе, ресторанах на русском. Удобно. Очень удобно. То есть ты не чувствуешь определенного языкового барьера и какого-то дискомфорта.
Вот такой вопрос. Перед тем, как отправиться в путешествие, неважно, опять же, я знаю, у вас маршруты в разные страны и города, вы заранее как-то проговариваете, договариваетесь, находите людей, которые будут служить для вас навигатором? Или все-таки больше надеетесь на интерактив на месте? Видите, общаетесь, таким образом добываете информацию, передаете Ну, зрителю? вот тоже открою небольшой секрет, но наши коллеги знают, да, что такое сценарный план, сценарий к программе. Безусловно, мы тоже его готовим. Но за все это время поездок мы уже просто смирились с тем, что всегда бывает импровизация. Вот. То есть, да, мы берем сценарный план, мы его больше рассматриваем как информацию какую-то историческую. А потом все идет не по плану. Вот просто идет все не по плану. Ты планировал туда, а придется туда. То есть, ну, все идет не по плану. И вот в данном конкретном случае такой прям большой заготовки не было. Да, там кто-то кому-то позвонил, но я хочу, кстати, пользуясь случаем, тоже поблагодарить и, естественно, Министерство иностранных дел России, после этого поблагодарить посольство Республики Узбекистан в России, Государственный комитет по туризму Республики Узбекистан. То есть нам был просто зеленый свет. Нас поддерживали, звонили, что, как. То есть у нас даже была бумага, где туристам, неважно с какой ты страны, там же вход на исторические объекты, он платный, плюс снимать практически невозможно. Но вот представьте себе, мы в Ташкенте посетили 4-й экземпляр, оригинал Корана халифа Османа. Но снимать нельзя даже на телефон. Так. Ну вот, и когда, ну, там мы просто технически не успели получить бумагу, и это стало, скажем так, уроком. Мы всегда учимся на своих ошибках. Было бы хорошо на чужих. Но уже когда я понял, что нам этой бумаги не хватает, но там был именно технический сбой. Больше, наверное, мы, были виноваты. Но как только мы оттуда выехали, понимаем, что надо ехать дальше, я созвонился с, можно сказать, коллегами, да, которые нам помогают по туризму в Узбекистан. Нам сразу прислали бумагу. И все остальные объекты бесплатно и снимай где хочешь и как хочешь. То есть у нас был зеленый свет. О посещении исторических объектов я вас не буду спрашивать. Да, это Все-таки, долго. да, давайте, И не то, что оставим даже долго, интригу оставим такую. для Да. телезрителей. Я знаю, что все это будет подробно описано. Я помню, вы как-то очень тепло отзывались, даже удивлялись тому, насколько новые технологии, в том числе информационные технологии, да, внедрены в этой стране. Вот тоже коротенько так. Коротко, ну, чтобы было понимание. В Узбекистане работает практически, в Ташкенте практически везде, но и в культовых вот, исторических местах это сотовая связь стандарта 5G. Ну, немножко, если поерничать, да, поверьте мне, никакой мутации не было. Да. То есть все нормально, больше года, люди живы, здоровы, улыбаются, связь хорошая, никаких проблем нет с 5G. Ну и, конечно же, небоскребы, технологии, интернет, связь, но они нас просто удивили. Это было именно и сегодня, как нам рассказали наши друзья в Узбекистане и все, с кем мы общались, действительно, Узбекистан сейчас прям дал такой хороший рывок, и они развиваются именно в этой IT-направлении очень серьезно. IT и медиа, наши коллеги. Угу. Ну, одним словом, рекомендуете? Однозначно. Вообще Однозначно, стоит тем поехать, более да? с религиозной точки зрения, все-таки, если позволите, скажу, мы посетили, один объект был на реставрации, это Зиарат Аль-Бухари, но это очень важно для мусульман, любых, скажем так, национальностей и взглядов, да, это Зиарат Аль-Бухари и в Самарканде. Ну и, конечно же, в Бухаре мы посетили Зиарат Бахауддина Накшбанд. Это тоже было очень интересные, культовые два объекта, которые оставили неизгладимые просто впечатления. Сейчас на какой стадии работы и когда ждать эфиров? Уже? Это уже сложный вопрос, Лейла, потому что у нас сейчас в процессе до отъезда буквально еще 2 турецких берега монтируется вовсю, потому что, ну, мы, скажем так, за этот год уже... У меня была 3-я командировка за границу, а уже в съемочной группы 2 командировки. Мы очень много набрали контента. Ну, я думаю, мы с руководством будем разговаривать, Шамсудином Боковым, принять решение, будет ли это под Новый год, или это будет сейчас, или это будет в новом телевизионном сезоне. Потому что 3 программы монтировать очень сложно. Тут очень важный момент еще. Погода была не всегда летная, поэтому мы ждем видеоматериал, который нам любезно предоставит Госкомитет по туризму Узбекистана, там, дрон, съемки, чтобы более масштабно и эффективно показать и республику, и города. Я думаю, месяц это минимум. Угу. Спасибо вам огромное за это интересное интервью. Вам Я напомню, уважаемые телезрители, это автор, продюсер проекта «Я иностранец», и надеемся в скором времени увидеть
это произведение в нашем эфире. Всего доброго, спасибо. Ну а мы продолжаем.